В эфире вечерние новости. В студии Василий Раченко. Здравствуйте. Смотрите сейчас. Народные депутаты Элтумена поддержали проект закона о внесении изменений в Конституцию Якутии. Почти 30 километров дороги УМНАС отремонтируют в этом году, как организуют движение в Хангаласском районе. День предпринимателя отмечают сегодня в России. В честь праздника наш алекминский корреспондент побывала на предприятии местного бизнесмена. Годовалая девочка, эвакуированная при пожаре в частном доме в селе Хатасы, который произошел накануне, скончалась в медицинском учреждении. Сообщается, что в день происшествия ее двухлетний брат умер в карете скорой помощи. Следователи продолжают проверку, проведен осмотр места происшествия, изъяты предметы, имеющие значение для установления причин возгорания. Пожар в частном доме в селе Хатасы произошел вечером 25 мая. На момент прибытия пожарных через 9 минут после сообщения дом горел открытым огнем. Площадь очага составляет 89 квадратных метров. Предположительная причина – несоблюдения правил пожарной безопасности при эксплуатации газовой печи. Следственным отделом по городу Якутску Союзской России по Республике Саха-Якутия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации «Причинение смерти по неосторожности двум лицам» по факту смерти 2 малолетних детей в селе Хатасы. На место происшествия организован выезд следственно-оперативной группы в составе следователя и следователя-криминалиста Следственного комитета, а также сотрудников МВД и ГУМЧС. В настоящее время следователи проводят допросы, назначены необходимые экспертные исследования. 6 лесных пожаров в регионе ликвидированы за сутки. По данным авиалесоохраны, на территории Сунтарского, Нюрбинского, Верхоянского и Тампонского районов продолжают действовать 12 очагов. Площадь, пройденная огнем с начала наблюдения, составляет почти 15 тысяч гектаров. На тушение привлекалось более 200 человек и 14 единиц техники. Составлено 5 административных протоколов. В 10 километрах от населенных пунктов действует 4 природных пожара. Объекты жизнеобеспечения готовят к пожароопасному периоду в Тампонском районе. Месячник безопасности ведут на объектах ЖКХ. С подробностями Мария Винокурова. В Хандыгин-котельной, в зоне обслуживания которой весь микрорайон каменной застройки, прошли масштабные учения. Была сымитирована особо опасная ситуация с вероятным возгоранием щитовой объекта. Персонал действовал четко по инструкции. Позвонив диспетчеру, сотрудники обесточили здание. Пожарная машина прибыла через 3 минуты. Коллектив котельной слаженно все провел свои действия, связанные с этим поводом. Эти учения мы проводим ежегодно, чтобы коллектив котельной свою бдительность проявил, чтобы не боялись ничего этих вещей. Да, это может возникнуть, и чтобы были всегда наготове. В рамках месячника пожарной безопасности организованы субботники по очистке территорий организации предприятий в пределах противопожарных разрывов от горючих отходов, мусора, сухой травы. Филиалом сформированы дружины по тушению лесных пожаров в количестве около 30 человек. Создан необходимый запас медикаментов. Проведены работы по очистке территорий на объектах ЖКХ, на котельных, на водозаборах, очистных сооружениях и складах. Также организованы обучение работников пожарной безопасности. Приведены в исправное состояние установки автоматической сигнализации, система оповещения людей о пожаре, пожарных гидрантов. Месячник продлится до 10 июня. Мария Винокурова, Богдан Тьянич, Хандыга, Тампонский район. Говоря об эпидемиологической обстановке, 109 случаев заражения коронавирусом выявили за сутки в Якутии. Из них 62 в столице региона. По информации оперштаба, 10 человек заболели в Мегино-Кангаласском, по 7 случаев зафиксировано в Сунтарском и Чурапчинском, 5 заболевших в Амгинском, по 4 в Усть-Алданском и Нерюнгринском районах. Еще в 6 районах от 1 до 3 заболевших. За сутки региональные лаборатории провели более 3000 исследований на коронавирус. Народные депутаты поддержали проект закона о внесении изменений в Конституцию Якутии. Документ разработали в целях совершенствования регионального законодательства в связи с принятием поправок к Конституции России. Обращаясь к народным депутатам, глава региона отметил, что принятые изменения сформированы в итоге широкого обсуждения. И можно с уверенностью сказать, что закон выверенный, взвешенный и своевременный. Обновленный документ Якутии носит прежде всего социальный характер и отвечает на вызовы времени. В частности, хочу остановиться на статье 18, которая утверждает, что каждый имеет право за вознаграждение за труд
оплату не ниже минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом. За работу в районах Крайнего Севера помимо к МРОТу устанавливается дополнительно районные коэффициенты и процентные надбавки. На переправе Якутск-Нижний Бестях начались паромные перевозки. На линии 6 судов. Движение должно было открыться вчера, но гидрологическая ситуация на Лени помешала планам речников. Сегодня погода улучшилась. С утра проведены пробные рейсы. На реке наблюдается редкий ледоход. Со стороны Даркылаха подготовлены 6 причалов. С завтрашнего дня автомобили будут загружаться на паромы через накопитель. Сегодня очередей особо не наблюдается, стоимость билетов не изменилась, тариф остается прежним. Во время летней навигации будет действовать расписание движений паромов, а также специальное мобильное приложение. Настроение у нас позитивное, боевое, мы готовы, мы ждали этого дня, хотели еще вчера начать, но начали сегодня, задержались, ничего страшного. А сегодня мы работаем, наверное, до вечера по мере заполнения, объемы небольшие, работает всего 6 паромов, всем хватает. И думаю, с завтрашнего дня мы будем пополнять своими коллегами наши ряды. Наш паром относится к числу самых больших, возможно, самых быстрых. Поэтому, я думаю, мы скоро всех вывезем и очередей не будет. В Кангаласском районе в этом году обновят более 27 километров дорожного полотна региональной автодороги УМНАС. Работу проведут на 3 участках. Как будет в это время организовано движение в районе, узнала наш корреспондент Виолетта Засимова. С 4 мая Хангаласский филиал РИК «Автодор» приступил к ремонтным работам на 65-м километре автодороги УМНАС. Здесь обновят 900 метров дорожной одежды. На данный момент завершен нулевой цикл. Идет подготовка к укладке асфальтового покрытия. На этом участке дороги, помимо ремонта дорожного полотна, также установят автоматический пункт весогабаритного контроля. Ключевая особенность такого пункта – определение параметров грузового транспорта без его остановки. Датчики будут установлены под асфальтом. В случае перегруза данные о весе и габаритах грузовика транслируются на специальное табло, а информация о нарушении передается в ГИБДД. Будет устанавливаться рампа металлическая. Машина будет проходить, внизу будет 3 слежения считывания весовых контролей. И устанавливаться будет большой плакат электронный, на который будет сразу указываться по осям вес. Приезжать будет нам новосибирская фирма устанавливать. Также в этом году начнется ремонт на участке дороги УМНАС протяженностью 16 километров между городом Покровском и поселком Махсагаллох. Отметим, что ремонтные работы по контракту должны завершиться в следующем году, но дорожники настроены оптимистично и намерены завершить весь объем работ уже нынче. И нынче идет работа, еще ведутся работы на участке 132, 139, там работает Амгинский филиал. Это Улханан, перед Улхананом. Грунтовая и асфальтовая часть там 4 километра. А грунтовая? Грунтовая там получается 7 километров. Ремонт всех 3 участков дороги, а также установка автоматического пункта весового контроля осуществляются в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Благодаря этому нацпроекту в предыдущие 2 года на территории района обновили более 40 километров дорог. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Сегодня в России отмечается День предпринимателя. Это профессиональный праздник руководителей коммерческих организаций. Напомним, в первой половине этого года по стране прошла экономическая перепись бизнеса, которая проводится 1 раз в 5 лет. По данным Госстата, на начало 2021 года в Якутии зарегистрировано более 31,5 тысячи предпринимателей. Самые востребованные сферы – это торговля и ремонт. Официально День предпринимателя появился в 2007 году. С тех пор бизнес развивался и в Алекминском районе. С одним из предпринимателей пообщалась Елена Фаст. В Алекминском районе список предпринимателей достаточно велик, как и направление сфер деятельности. На сегодняшний день на территории Алекминского района зарегистрировано 465 субъектов малого предпринимательства. Кроме того, еще зарегистрировано 155 плательщиков на профессиональный доход, то есть самозанятых.
Тигран Робертович Варданян пошел по стопам родителей. Уже в школе он определил для себя будущую деятельность. Зарегистрировавшись в 2007 году, сегодня он уверенно ведет бизнес. Основная сфера – строительство. Мне нравится все, что связано со строительством, с инженерией, все, что связано с архитектурными какими-то новшествами. Да. Из-за этого я люблю вот именно связано все с производством. Мы начали вообще свою деятельность с производства. В центре города именно его предприятие строит объект, который должен стать показательным в плане подхода как к проекту, так и к концепции. Здание общественного питания включит в себя многое, в том числе ресторан, фудкорт, зоны, где можно комфортно провести время всей семьей. Я хотел бы, чтобы какое-то была гармония, да, вот какой-то был интерес, и был какой-то интерес у населения, да, как-то, чтобы у людей было какие-то досуги, да, вот какое-то времяпровождение хорошее, да, вот какое-то помещение. Не только для того, чтобы питаться, хотя бы можно было и общаться. Еще во время работы над проектом Тигран обдумал современные решения с применением новых технологий. Новый объект стимулировал узнать новые направления деятельности, что будет плюсом и в дальнейшем. Нам пришлось организовать линию по производству вентилируемых фасадов, да, по монтажу, да, вот, то есть мы оборудование заказали там специальное, да, которое именно режет, да, специальными углами. Ну, стекла, да, по стеклам так окна мы изготавливаем, резко стекол, да, там размер, это все у нас как бы, ну, уже налажено, это мы умеем делать. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. После ледохода якутские моржи открыли купальный сезон. На городском пляже состоялся традиционный заплыв в честь празднования Дня полярника, который отмечался 21 мая. Столичные соревнования проводятся с 2016 года. Участие в сегодняшнем заплыве приняли 24 человека. Это пока рекордное количество. Победители получат кубки и медали, а также ценные призы от спонсоров мероприятия. В этот раз заплыв посвящен памяти Владимира Членова. На мероприятии присутствовали его родные, близкие, а также друзья и соратники. Владимир Михайлович Членов внес огромный вклад в развитие Арктики. И это была его инициатива о проведении соревнований в холодной воде. Вот, они начались в 2013 году, и, кстати, он тогда сам тоже участвовал в них, вообще ему в этом деле помогал. У нас Семен Петрович Алексеев, тоже пловец-экстремал. Вот, и сегодня в заплыве участвуют гораздо больше людей, чем это было в 2012 году. Тогда можно было всех пловцов пересчитать по пальцам, а сегодня их вот практически уже 20 человек. Поэтому дело, которое начинал Владимир Михайлович, оно развивается. На этом пока все. До встречи в эфире.